Welcome back, guys. So today we are going again to junior competition, and today it's a very special day because I have a new position. So let me talk about that. So today is competition of junior chefs here in International Academy of Tourism here in Russia, and the topic today is joining Crimea to Russian Federation. Третий отборочный тур посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Цель и задачи чемпионата – развитие национальной кухни, воссоздание утраченных рецептур, реконструкция известных старинных блюд и напитков, повышение уровня мастерства учащихся профильных учебных заведений. Аплодисменты! Добрый день, рад вас всех видеть сегодня, полном здравия. Студенты все готовы? Зрители все готовы? Да. Отлично, тогда на этой веселой ноте мы пригласим следующих. Мы приглашаем Александра Цыганова, вице-президента Международного альянса профессиональных кулинаров, руководитель отдела по связям с общественностью. Еще раз добрый день, друзья. Рад видеть знакомые лица. В очередном этот конкурс. Очень приятно видеть и колледжи, и шефов, которые будут участвовать и в судействе. А студентам, ребят, всего вам хорошего, самого. Готовьте вкусно, самое главное. Все, а мы вас поддержим. Счастливо. Далее нам бы хотелось предоставить слово Наталье Малаховой, почетному члену МАПК, заместителю ректора РМАТ, московский филиал. Наталья Константиновна. Наталья Константиновна. Здравствуйте, здравствуйте все. Все уже такие родные. Команды, мы вас страшно любим. Приходите к нам в гости не только на кулинарную битву. Гости, мы рады всех видеть. Здравствуйте, уважаемые профессиональные кулинары, наставники, наблюдатели и, конечно, наши золотые, дорогие зрители. Мы приветствуем вас в московском филиале Российской международной академии туризма. Добро пожаловать! Валентину, президенту, председателю управления Международного альянса профессиональных кулинаров. Встречаем! Добрый день, дорогие друзья. Микрофон, мне кажется, очень тихо работает, потому что в зале, мне кажется, не очень хорошо слышно. Сегодня у нас третье мероприятие, третий отборочный тур. С каждым туром наши студенты все красивее и красивее, в белых формах красивых, все в колпаках. Поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что наше мероприятие несет и учительный характер, обучающий, и художественно-патриотический характер. Студенты становятся похожи на профессиональных поваров. У них есть задатки, к чему стремиться, на кого быть похожим, какие знания нужно принимать. Поэтому вот, у меня лично душа радуется по этому поводу. Вас я сегодня всех поздравляю с праздником, с 9-летием воссоединения Крыма с Россией, Крыма и Севастополя с Россией. Для меня, как для крымчанина, это дата очень важная, очень радостная. Всех участников, студентов, одна команда у нас сегодня уже где-то в пути поднимается по лестнице, поэтому мы вынуждены начинать без нее. И, естественно, наше квалифицированное жюри баллы будет, скорее всего, им снимать за опоздание. Если им повезет сегодня, если они проявят мастерство, они могут еще выйти в победители. Такое очень часто бывает. Это конкурс. А может быть, они дают фору, вот мне Максим подсказывает. Всех наших шефов, кто сегодня пришел нас поддержать, членов Международного альянса профессиональных кулинаров, гостей, наших друзей, всех друзей студентов, всех, кто пришел сегодня поддержать, они поддерживают не просто кулинарное движение, но и искусство, и вообще в целом историю России, потому что наш чемпионат именно задуман и заточен под исторические рецепты национальной кухни. Нужно их находить, извлекать, в собственной интерпретации показывать профессиональным шефам, выслушивать их оценочное жюри, вносить какие-то правки, корректировки, улучшать блюда. И тогда наша национальная кухня, она у нас безмерно богата. Всех блюд, которые существуют в России, блюд национальных, региональных кухонь, их просто в один сборник не соберешь.
Такой толстенный сборник недавно видел адыгейской кухни, и то там не все блюда. А если собрать все народности, все национальности, это нужно прям библиотеку целую делать, что мы, может быть, со временем и сделаем. Благодаря нашим уважаемым, хорошим друзьям Российской международной академии туризма, московскому филиалу, который нас принимает здесь, уже первый раз, и с такой командой всегда можно идти вперед, дальше развивать чемпионаты и работать, потому что организация настолько слаженная, четкая и быстрая. Вот хочу сказать огромное спасибо. Еще раз пожелать студентам сегодня всем победы. Сегодня у нас очень хорошие будут подарки для победителей и, возможно, зрительских симпатий, поэтому старайтесь, не подводите свои учебные заведения, учреждения, подводите своих наставников, менторов, вот. Ну и покажите свое мастерство в полном объеме, как вы вообще видите, да? Потому что, может быть, сегодня именно в ком-то из вас родится гениальный шеф, который потом будет прославлять всю Россию. Передаю свое слово нашей уважаемой Марине Владимировне. So today I am like supervising chef here to all of these students here to check up that everything is running smoothly and everything is like the plan, and I'm going to give them advice. И на следующем мероприятии, ровно через месяц, мы вручим вам сертификаты и шевроны. Поэтому, надеюсь, меня услышали. Думаю, что не услышали. На закуску у нас рулетики из цукини. Внутри цукини у нас спаржа, редис, огурец, в соусе манго. Клубничного пюре и клубничного ликера. Также вы можете там встретить кусочки свежей клубники. Посередине у нас прослойка из постного бисквита на основе апельсинового сока. Здесь очень интересные Форма. вкус. Нет, не только. Здесь есть вкусовые сочетания. Он не пресный, как первый. Здесь есть интересные сочетания. Три блюда. Это салат смоленский, закуска-десертная и также десерт любимое блюдо Екатерины. Здоровья. Получается, здравствуйте, мы представляем колледж свежих услуг номер 3, постное меню, и мы решили, что нужно подумать над русской кухней, здесь печеные получается, там всякие овощи и прочее. Итак, начнем. У нас первая закуска, это Христа Спасителя уехал срочно кормить кого-то постной кухней. Чезаре Куи, наш замечательный друг, который мы все планируем провести чемпионат российско-итальянской кухни. Вот, надеюсь, что скоро мы будем соревноваться. Почетный член Международного альянса профессиональных кулинаров, шеф-повар резиденции Горки 2. Пожалуйста. Это наш, можно сказать, наблюдатель из Евросоюза. То есть все наши мероприятия прозрачные, и прозрачные настолько, что мы даже приглашаем людей из других стран, чтобы
все знали, что в нашей стране всегда... Член Международного альянса профессиональных кулинаров, участник 5-го юбилейного фестиваля «Селедка под шубой», член жюри конкурса «Открытый студенческий чемпионат национальной кухни». С апреля по настоящему «Селедки под шубой» приготовили тоже артельно огромную селедку под шубой. Так, у нас, я вижу, что, ребята, пока не уходите далеко, здесь побудьте сейчас. У нас сегодня наши уважаемые партнеры еще предложили одной из команд вручить приз зрительских симпатий, поскольку им очень понравились и блюда, и работа этой команды. Это как раз команда, о которой я в самом начале говорил вам. В самом начале. Колледж сферы услуг номер 32. Ребята, колледж сферы услуг. Кузьменко Степан. Жюри, видимо, вы вот не добавили какую-то специю, которая жюри могла сильно зацепить, но тем не менее все зрители свои голоса, предпочтения тоже вам отдали. Так, Мазуров Андрей, Рахматуллина Мила, молодцы. Какой вы курс? 4-й курс, колледж сферы услуг. Менторы, 32-й колледж, выходим срочно. Светлана Геннадьевна, ментор. Ребята, девочки, все выходите, 32-й колледж. Поплотнее жюри становится. Молодцы. Это тоже, видимо, я вас перехвалил. Так, ребята, а теперь всех участников, кто у нас сегодня участвовал в мероприятии. Настя. Welcome back, guys. So the event has finished, and it was a really nice experience again, trying all the different dishes. Now we are going